Всем привет, друзья, канал Бизнес по-казахски. Сегодня хочу поговорить насчет, много спрашивают, можно ли открыть магазин без алкогольной продукции. Конечно, можно. Помимо того, что вы не хотите продавать алкоголь, вы можете сделать свой магазин халяльной продукцией. Но хочу вам сказать, если, например, вы арендуете магазин 50 квадратов, должна быть соответствующая аренда. То есть вы не будете продавать алкоголь, вы будете заменять это другим ассортиментом. То есть те же самые напитки вы увеличите вдвое. Кола, пепси одно, поставите Тасай, там можете разливные напитки поставить безалкогольные, на лицензию не будете тратить. В общем, обычный товар, просто вы его увеличите вдвое, ассортимент должен быть у вас очень хороший, начиная от печенек разных, да, начиная от крекеров, заканчивая там вафли, шоколадки, карамельки, конфеты, также напитки всех видов, то есть минералка с газом, без газа, напитки с газом, без газа, натуральные напитки 5-литровые, обычная минералка. Вот. Молочные продукты у вас должны быть вдвое, втрое, то есть почти весь ассортимент должен быть, который есть на рынке. Касательно мороженого, да, мороженое должно быть 2-3 холодильника. Помимо этого еще полуфабрикаты должны быть у вас, бытовая химия должна быть хорошая, мучные изделия, бакалея, в общем, весовые товары, штучные товары, ну и так далее. То есть вы должны учитывать, смотреть аренду. Если, например, хозяин помещения просит такую аренду, которая будет дороже, ну, то в таком случае вам не стоит открывать безалкогольное, потому что может и не окупиться. Помимо этого, вы можете альтернативу предложить, сухофрукты тоже. Фрукты, овощи поставить, мясо можете поставить, рыбу можете поставить, там морепродукты и также сухофрукты обязательно. Если вы халялизируете, то у вас также еще колбасы, сыры должны быть халяльные, то есть без свинины, да, если вы хотите прям хороший, прям продавать продукцию. Держите хороший ассортимент. Про ассортимент хочу сказать, что если чем больше ассортимента, тем лучше для людей, и клиентов у вас будет больше. Они будут всегда знать, что у вас есть в магазине. Тот же самый, например, Orbit, если у вас большой ассортимент, то это плюс вам. Тот же самый Snickers, Twix, Bounty, Skittles, M&M's, большие, маленькие, бич-пакеты, там, Доширак, Рамен, Ролтон, Биг Бон и так далее. Если вы держите в ассортименте, то это тоже прям классно. Чокопай, Рафаэлло, там Мерси, коробки шоколад рахадовские, казахстанский шоколад, Альпенгольд. Очень много-много на рынке альтернативы. Если вы хотите открыть прям... Вообще это классно, когда без алкоголя, потому что к вам не будут приходить пьяные дядечки, вы не будете за время переживать. То есть до 9 нельзя крепкий алкоголь, после 11 там пиво нельзя продавать, да, то есть у вас как таковых косяков не будет. Помимо этого вы можете сделать еще, поставить себе мини-пост-терминал, чтобы принимать по безналу. Это тоже привлекает клиентов, потому что человек пришел вечером, хочет купить какие-то, там, я не знаю, тот же самый хлеб домой, да, у него денег нету налички, ему не надо идти в банкомат, там, снимать деньги, и он просто вам по безналу оплатил, и все, вы приняли оплату, и очень удобно, то есть много просят, чтобы поставили там, чтобы у вас было, да. Вот такие вопросы мне часто задают. По ассортименту я вам все рассказал, в принципе. Можете попробовать, открыть, посмотреть. Пожалуйста, у вас всегда есть в торговле, всегда есть своя альтернатива. Также окорочка, можете там крылышки, там, я не знаю, филе, окорочка, сама голень, бедро, в общем, там тоже очень много ассортимента. Если хотите открыть и продавать безалкогольно, то, пожалуйста, есть всегда альтернатива. Я, наоборот, за. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. Всем пока.